Да, дорогие дамы и господа, мы представляем бойцов легчайшего дивизиона EFC. Боец в синем углу октагона, ему 25 лет, представляет Кыргызстан, город Ош. 10 поединков, 5 побед и 5 поражений. Тренер Алтынбек Мамашев, спортклуб «Атаман», мастер спорта Кыргызстана по ММА, мастер спорта Кыргызстана по грэпплингу, мастер спорта Кыргызстана по ушу сайнда, Арзымат Камашев! Его соперник в красном углу октагона, ему 24 года, представляет Узбекистан, город Наманган. Тренер Ахрорбек Хамидович, спортклуб Темиров, чемпион Узбекистана по вольной борьбе Азизбек Кахрамонбеков! Бойцы на середину. У бойца в красном углу желтая карточка за перевес. Итак, у нас следующий поединок. Синий угол Арзымат Камашев и его оппонент Азизбек Кахрамонбеков, представитель Узбекистана. Из-за перевеса весовой категории бойцу с красного угла, представителю Узбекистана, присуждается желтая карта. Да, сразу же с минус баллом выходит на поединок. Дойдет ли до решения, я не знаю. Честно говоря, в это особо не верю. Такой финишер хороший Арзымат Камашев, мы его знаем. Досрочно нужно попытаться победить представителя Узбекистана в данном поединке. Да, да. Это ему, конечно, необходимо. Проход в ноги в исполнении. Ну, как заявил, конечно, риконосер Арзымат Камашев, это мастер по ММА, грэпплингу и ушу сайнда. Ну, какая прямая спина, смотрите, у бойца Узбекистана. Действительно, физически очень сильный. Но он выглядит и больше, Да, он чем действительно, Арзымат. да, физически видно сильнее даже, возможно. Работает коленями. У Арзымата рост 166 сантиметров, невысокого роста. Перевесил на килограмм 600 Азизбек Кахрамонбеков, показал на весах 62 килограмма и 600 граммов. Ну а Арзымат даже с недовесом небольшим, у него 60 килограммов и 700 граммов показал на весах. Вчера утром была официальная церемония взвешивания. Напомним. Хорошие поединки показывает представитель Узбекистана Да, ничего на не данном скажешь. турнире. Конкурентные поединки. Ничего не скажешь, реально очень хорошие бои показывают узбекские бойцы. И вот сейчас работает в боковом контроле. Достаточно неплохими ударами сейчас грузит. Уф, снова по корпусу. Ну это больно. Ну, значит, это больно. Ну сейчас слышите, да, угол. Зор, говорит, Зор, а Зор это хорошо. Если вы знаете. Да. Значит, углу Кахрамонбеку он все нравится. Понять бы, что такое тырса, конечно. Хорошо контролирует представитель Узбекистана сверху. Что же здесь предпримет наш боец из Кыргызстана Арзымат Камашев? Да, и ноги завязал. Господи, смотрите, какой же контроль хороший в исполнении бойца из Узбекистана. А, вот и выходит на фулл маунт. Сейчас Кахрамонбеков и начинает забивать очень хаотично. С жесткими ударами, но перекрылся сейчас. Наш боец должен выходить в это положение. Однозначно. Пока не получается в это положение выйти нашему бойцу. И снова вот эти удары. Не попадает вообще. О, вот попадает, вот тут. И вот так выходит. Нет, развернулся, перевернулся Кахрамонбеков и сразу же ситуацию взял под свой контроль. Да, нужно сказать, что Кахрамонбеков является чемпионом Узбекистана по вольной борьбе. Да. Значит, контроль в партере у него точно будет. Не факт, что, конечно, грэпплинг у него хороший, но контроль есть. А вольники, вы знаете, что у них классный корпус, они очень уверенно умеют фиксировать позиции, удерживать. Ух, хорошо. Контроль есть.
Однозначно, контроль есть, достаточно уверенно. И вот пытается выйти до положения, выйдет на позиции, нет, снова контроль. Так, все же это вольная борьба, друзья. В Узбекистане вольная борьба очень сильно развита. Вы знаете, что очень много чемпионов. Олимпийские призеры есть по вольной борьбе из Узбекистана. Такие как Асакалов. Да, но бокс, конечно, более развит в Узбекистане, нежели чем вольная борьба. Но через года 3-4, наверное, ММА в этой стране выйдет еще на другой уровень. Вот эти вот турниры, которые проводятся, они это, в принципе, показывают, что массовый уровень ММА в Узбекистане реально вырос. Да, действительно, в Узбекистане стало очень много хороших спортивных клубов. В частности, это та же команда Мурадова Махмуда, Да. Файт-база. Ну и поэтому недооценивать нельзя. Если, возможно, раньше бойцы из там, Казахстана, Кыргызстана недооценивали узбекских бойцов, сейчас этого точно делать не надо. С Узбекистана приезжают реально хорошие бойцы. Любого там дивизии Узбекистана там реально появляются хорошие. Время. Завершается первый раунд. Birinchi раунд аяқтады. Конец первого раунда. Время. Секунданты с октагона. Красный угол. Итак, начинается у нас второй раунд данного поединка между представителем Кыргызстана Камашевым Арзаматом и его оппонентом, представителем Узбекистана, представляющим город Наманган, Азбеком Кахраманбековым. Как вы видели, первый раунд больше прошел в партере между этими бойцами. И что же приготовили на второй раунд данного поединка и какие наставления получили от своих секундантов? Бойцы мы увидим во втором раунде. Итак, начинается второй раунд данного поединка. Со стойки более свежим выглядит представитель Узбекистана. Арзамату нужно что-то предпринимать против своего оппонента. Более активно и наступательно нужно действовать Арзамату во втором раунде. Но я вам хочу напомнить, что у представителя Узбекистана имеется желтая карта из-за перевеса весовой категории. Ох, как хорошо с двоечки попытался зайти Арзамат, но обратно же ушел назад. Дергает своего оппонента представитель Узбекистана и проходит в ноги. А я хочу напомнить, что он является представителем Узбекистана, чемпионом Узбекистана по вольной борьбе. Но хочется отметить и про представителя Кыргызстана Арзамата Камашева, который также является мастером спорта по ММА, мастером спорта по грэпплингу и мастером спорта по ушу санда. Огромный перечень регалий и достижений имеет Арзамат
за своими плечами и постарается сегодня довести данный поединок до победы. Да, активно секундирует представитель Узбекистана своего бойца, подсказывает, но в то же время Азизбек Кахраманбеков слышит все наставления своих секундантов. Ну а в углу мы видим сейчас нашего бойца Бекмурза Досматова, одного из видных наших бойцов, боец Лиги Open. Но я думаю, совсем скоро может попасть и за океан. А вот здесь тем временем нужно локтями работать, ну точнее правым локтем грузить. Пытается удержать эту позицию. Да, наш сейчас боец. таким взглядом Арзамат посмотрел на своих секундантов. Как он умудрился посмотреть, да, хотя тяжело было это положение. Да, снова голову соперника пытается как бы баскетбольным мячом играть. Правый, ну, точнее, держится контроль боковой, сайд, маунт. Сейчас нужно на распятие пытаться выйти в этом положении. Как-то заблокировать левую руку соперника. Не, в это положение стойку ставить не будут. Так, блокирует сейчас узбекский боец. У нашего бойца особо, как я вижу, идеи нет в этом положении. А поэтому просто нужно локти максимальный урон наносить. По современным правилам ММА вы знаете, что нужно наносить урон. Просто контроль он не поможет. Ни в коем случае. Хотя сегодня утром мы видели турнир UFC 297. Рефери ставит бойцов на ноги. Недоволен сейчас здесь Арзамат, то, что поставил рефери их на ноги. Я, честно говоря, тоже не понял этого. Все-таки была активная позиция, а вот здесь попадает хорошо, и тейкдаун в исполнении Азизбека Кахраманбекова. И огромная гематома Да. на лице у Азизбека мы наблюдаем. Нужно работать дальше. Хорошо сейчас грузит левой рукой. Сейчас здесь Азизбек Кахраманбеков. Снова и снова. Последние 10 секунд этого раунда. Время. Да, интересный получился второй раунд данного поединка. Очень заряжены, видно, оба бойца. Время. Секундант с октагона. Бойцы на середину. Бойцы на середину. Итак, у нас тем временем
Второй раунд этого поединка. Mushkillarni qo'llab turamiz. Tretий раунд уже, да? 3-chi jiyintiqtovchi этого raund. интереснейшего поединка. Давай, мой чемпион! Давай! И поехали. 3-chi raund. Оп, тепедан попробуй. Хорошо загружает сейчас левой ногой. Давай, Очень свежо выглядит сейчас Кахраманбеков. Достаточно неплохо. Сейчас тренер Азбека Кахраманбекова Ахрабек Хамидович Дербаза. пытался сейчас, конечно, нагружать. А здесь мы видим гильотин в настоящем положении. Сложнейшая ситуация для нашего бойца. Азизбек Кахраманбеков закрыл сейчас замок. Ну, видимо, еще есть там пространство. Может дышать через это пространство Арзамат. Нужно И у него выпрямить. получается. Нужно выпрямить спину соперника сейчас Кахраманбекову, а нашему бойцу вот так падает. И вот сейчас работать будет в гарде, закрытом. Закрывает его сейчас Арзамат Камашев. Ну, да, строитель, конечно, поработать, а потом поставить. Конечно, к рефери в данном поединке будут, конечно, требования, чтобы долго не давал бойцам работать в этом положении, потому что до этого, помните, почти на распятии реф поднял бойцов. И обратно поднимает рефери бойцов в стойку. И что же они могут показать в этом интересном поединке? Очередной тейкдаун. А это, между прочим, неплохо для узбека. Он будет снова и снова проводить тейкдауны. И зарабатывать очки. Да, да. Возможно, это, наоборот, помощь Кахраманбекову. А так мог только удерживать. Не самая, конечно, лучшая обстановка для бойца из Кыргызстана. Арзамат Камашев может сейчас выйти на отрицательный рекорд. У него, напомним, рекорд 5-5. При поражении в этом поединке у него будет 5-6, друзья. Это, конечно, не так хорошо. Такой интересный у него рекорд. 5 побед, 5 поражений. Не хватает, по-моему, у него ничьи в этой регалии. 5 ничьих, да? Это было бы, да, это жестко. Друзья, напомним то, что сегодня у нас проводится очередной турнир EFC 41. В главном поединке вечера по правилам грэпплинга будут бороться сначала Канат Кильдибеков против Авлиохона Хамида. Ну а в главной схватке Руслан Селипулов против Адилета Нурматова, друзья. Поэтому оставайтесь с нами, никуда не уходим. Вечер ММА продолжается. Осталось не так много поединков впереди. И этот год мы начинаем таким вот, друзья, образом. Так, неплохо. В этом положении грузит удары. Полный контроль. Мне кажется, рефери может поставить бойцов на ноги. Если он и до этого ставил с этого положения на ноги, то и сейчас можно это сделать. Почему нет? Нужно ставить уже сейчас. Не будет ставить, да? Значит, идет работа в партере. Идет работа в партере, достаточно неплохая. Актив показывает узбекский боец. Удары наносит. Но, откровенно говоря, конечно, Арзамат Камашев не показал ничего в этом поединке такого, за чего нужно ставить ему победу. Честно говоря, возможно, многих расстраивает очень опытный Арзамат Камашев.
tut kolda. 10 sekund. Ha, время. Болевой, болевой, болевой. Oldu. Üçte. И вот здесь, вот Время. видите, Бой бой окончен. окончен, друзья. Дорогие дамы и господа, в этом поединке раздельным решением судей первый судья 29-28 Камашов, второй судья 29-28 Кахромонбеков и третий судья 28-28. В этом бою объявлена ничья! Напомню, что у бойца в красном углу был минус балл за перевес.